Хорошо. Ну, помолимся, давайте вот голову опустим и к Евангелию перейдем. Хорошо? Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе, Господь. Благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, сегодня. Боже, спасибо Тебе за церковь Твою, которую Ты поставил. И мы склоняем свои сердца. Дух Святой, пожалуйста, говори. Дай нам уразуметь Твое Слово. Дай нам уразуметь эти истины, которые есть в Твоем Слове для каждого из нас, Отец. Мы знаем, что через эти истины Ты меняешь нас. Ты даешь нам веру, Ты укрепляешь нас, Ты отвечаешь. И позволь, Господь, на страницах Священного Писания нам иметь встречу с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Столько даров и талантов, да? Столько. Здесь все, абсолютно все имеют дары и таланты. Аминь. Об этом сегодня поговорим. Тема моего послания сегодня – умножь то, что у тебя есть. Аминь. Есть умножение. Кто верит в умножение? Я верю. Я верю, что есть умножение. Что Бог дает нам это помазание умножения. И знаете, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Христос часто использовал притчи. Да? Очень часто. Более 30 притч мы видим в Евангелии. Притчи для чего? Чтобы донести вот эти истины драгоценные. Вот в простой речи Он говорил народу, говорил то на их языке, то, как они жили. И вот однажды ученики подошли к Нему и спросили: для чего Ты говоришь притчами? Это Матфея 13:10. И в 11 стихе Он отвечает. Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится. А кто не имеет, у того отымется и то, что имеет. Поэтому говорим притчами, что они видя, не видят, и слыша, не слышат, и не понимают, не разумеют. Иисус объясняет, Он говорит: я говорю простым языком, притчами, на их языке, чтобы они поняли. Иоанн Златоуст, слышали, да? Иоанн Златоуст, я хочу процитировать его, говорил так: Иисус использовал притчи, чтобы сделать слова свои более выразительные, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глазам. Вот так красиво он выражался. Знаете, притча интересная, и что это и глубоко, и просто, да? И глубоко, и просто. Знаете, не знаю, как вы, я больше всего откровения, больше вдохновения я видел именно в Евангелии. Больше всего. И такая глубина, так глубоко. И знаешь, почему, вот мы говорим, глубина и проста, почему? И вот, например, что люди больше всего запомнят с нашей проповеди? Знаете, я вот часто прихожу на домашние группы и, знаешь, вот смотрю, понимаю, что, оказывается, я вообще не о том говорю. Не эта цель моя была. Я понимаю, они забыли местописания все какие-то там. Ну, больше всего запоминают люди примеры, истории, шутки, анекдоты, если хотите. Ну, правда. Или только у меня это? Нет, у всех, наверное, так. Люди много чего не помнят, но какие-то вещи, вот эти истории, они не помнят, потому что это их, они рисуют картину, это касается их воображения, они размышляют, они представляют это, и это остается. Аминь. И знаешь, Иисус был самый простой проповедник, и самый глубокий, самый сильный. Он брал, еще раз говорю, житейские простые истории и просто говорил, просто озвучивал простым языком. Знаешь, если проповедник много сказал, и его не поняли, ну, согласись, он цели не достиг. Поэтому вот высшее искусство проповеди, знаете в чем? Сложную вещь сказать простым языком. Иногда мы сами все усложняем все, но так важно в простоте. Хорошо, я бы хотел одну притчу с вами рассмотреть. Это Матфея 25 глава с 14 стиха. Мы сегодня глубже поговорим об одной притче, об одной истории, которую рассказывал Христос. Матфея 25-14 глава. Давайте мы вместе почитаем. А если бы здесь не выводилось, как мы? На телефоны, да? Слава Богу, за телефоны. Но все равно, я вот, знаешь, немножко традиционно, имейте Библии.
имейте Библии. Ну, хотя бы, знаете, вас просят, для чего эта книга или что это за книга. И вы скажете, что это не книги, а это книги. Что там так много интересных книг, 66 книг. Где-то это переписка частных лиц, где-то это история, где-то это хроника, где-то это просто любовная песня. И у вас есть такой инструмент для евангелизации. Да? Аминь. Хорошо. Матфея 25, 14 стих. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Единственное, прошу, будьте внимательны. Хорошо? Мы можем видеть между строк в Писании. И Бог будет говорить, просто будьте внимательны. 15. «И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И я убоялся, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющему отнимется и то, что имеет. А негодного раба выпрости во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказал сие, возгласил: кто умеет слышать, да слышит. Аминь. Вот такая интересная притча. И я, как сказал, в любой притче сокрыты какие-то духовные истины, которые мы можем увидеть. И если эту притчу применить, то мы видим: господин – это как бы Бог, рабы – это мы. И вот хочу с вами более глубже поговорить. Первое, о чем говорит: таланты даны всем. Аминь. Всем. Знаешь, он позвал всех своих рабов. Интересно, он не позвал часть какую-то, нашу какую-то элитную группу, сказал: вы лучшие, вот возьмите. Он поручил, он всем дал. То есть талант – определенная сумма денег. Позвал всех и дал каждому. Знаешь, иногда люди жалуются и говорят, когда Господь, слышали, да, когда Господь раздавал дары, Он что-то меня как-то не заметил. У кого-то больше начинает, у кого-то меньше. Ну, бывает, мы говорим так, люди жалуются. Но я ничего не могу, я ничего не хочу, и у меня ничего нету. Но на самом деле не так. Бог дал каждому. Каждому. Таланты даны всем. Это важно понимать. То есть, когда мы это понимаем, то мы будем стараться. Правильно? Смотрите, также 1 Петра говорит: служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Какой получил. То есть, каждый получил. Какой получил, написано. И каждому нужно служить. Аминь. Также хочу, что интересно, заметить, что дары и таланты мы не заслуживаем, мы их не зарабатываем. Просто Господин дал от своего имущества, от себя, просто дал это. И ты либо берешь, пользуешься, либо нет. Господин дал им. Следующее, второе, написано по силе. Помните это слово? Таланты даны каждому по силе. Знаешь, когда раздавал Господин таланты, Он не дал всем одинаковое количество. Но Он дал всем разное. И мы считаем, что дал каждому по силе. Одному 10, другому 5, третьему 2 и другому 1.
То есть у нас у всех призвание разное. Мы все призваны к разным вещам. Кто-то больше, кто-то меньше. Но это не значит о том, что если мне дали больше, я в Царстве Божьем буду больше. Это не говорит о том. Это об этом не говорит. Это говорит о другом. Это говорит о том, что Господь будет оценить тебя в соответствии с чем? С твоим даром или талантом. Ты не выше, ты не круче. Но Бог дал тебя. И что ты поступил с этим даром? Вот вопрос. Дар, талант, как угодно, потенциал, который в тебе дали. И мы должны четко понимать. Если мы это понимаем, тогда, соответственно, нам будет легче что? Жить. Значит, также я хочу сказать, что мы должны понимать, что кому больше доверено, того что? Тогда с того и спрос будет больше. А кому меньше, того и меньше. Ну, так учил Иисус. Поэтому, знаешь, нам не надо порой сравнивать себя с кем-то, завидовать на кого-то, смотреть, думать, почему ему повезло, у него больше, почему у меня меньше. Почему это происходит? Потому что мы начинаем себя сравнивать. Мы сравниваем служение, сравниваем семьи, сравниваем свою жизнь, сравниваем свои дары или таланты. Знаешь, к примеру, сейчас мы смотрели, ребята все поют. И Рубен, они вся семья поют. И красиво поют. Кто-то не может петь. Но и это не говорит ни о чем. У тебя определенно есть что-то, через что Бог хочет прославиться. Аминь. Поэтому нам не нужно сравнивать себя. Нам просто нужно с усердием относиться к тому, что Бог дал нам. То, что нам верено, по-другому сказать. И мы должны понимать, сколько бы Бог не дал нам, Он часто дает это как семя, как потенциал, как что-то, то, что я должен взращивать, культивировать, развивать. С усердием, Библия говорит, и тогда будет результат. Знаешь, очень часто, смотря на других, на самом деле у него не больше, чем у тебя. Просто он отнесся по-другому к этому. Он думал, он заботился, он возгревал, он что-то делал с этим. А ты просто не взял во внимание, ты просто проигнорировал какие-то вещи. И тогда мы думаем, да и это ему повезло, а я что? А я ничего, мне ничего не получается, я ничего не могу. И приходит разочарование. И мы начинаем говорить, что это несправедливо, что это еще. Мы такие правдолюбцы становимся потом. Друзья, нам не нужно сравнивать себя ни с кем. Аминь. Хочу подчеркнуть это. Написано, Он дал каждому по силе. То есть это Он оценивает силы, оценивает возможности. Он все знает. И Он дал, и Он знает, что ты с этим справишься. Аминь. Поэтому не ропщи на Бога, не завидуй. Но что делай? И это вытекает в третий пункт. Все просто, все по пунктам у меня всегда. Я не изменяю себе. Будь верен. Третье. Будь верен в том, что тебе верено. Будь верен в том, что тебе доверено. Не смотри по сторонам, не сравнивай себя, сколько дали. Знаешь, когда мы читаем про этих ребят, кому-то 10, кому-то 5, да, кому-то 2, тот, у кого 2, он не стал роптать, говорит, почему ему 5, а мне 2. Он не стал жаловаться, не стал негодовать. Но мы читаем, они сфокусировались на деле, на ответственности, на работе, которую им дали, и начали что делать? Делать хорошо. Делать начали хорошо, потому что Господин их похвалил. Мы читали в 21 стихе. Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, я дам тебе и больше. И первому сказал, и второму. Он похвалил. Это очень важно. Знаешь, если мы верны в малом, или в том, что нам доверено, будет больше доверено. Будет больше доверено. Это принцип прослеживается везде. В учении Иисуса, в первой церкви, мы видим это везде. Это принцип, он везде работал. Когда человек верен в малом, ему доверено будет больше. Знаешь, но когда он не верен в малом, или ему дали какое-то занятие, работу, дело какое-то, и он с этим просто забыл, просто проигнорировал, просто не посчитал нужным. И при этом человек мечтает о чем-то большем, ну знаешь, как-то вот... Я думаю, ни в физическом, ни в духовном мире это не работает. Наш принцип Евангелия это принцип жизни, он везде работает, во всех сферах. Знаешь, если ты пришел на работу, устроился, и ты свою работу делаешь плохо,
Вот кто-то здесь работодателей, да, вот кто-то есть, кто-то нанимает. Но согласись, навряд ли тебя порадует такой человек. Навряд ли. Который опаздывает, который прячется от тебя, который непродуктивен, которого надо постоянно толкать, что-то говорить ему. Ну правда, ты будешь искать инициативных, хороших, верных, которые четкие, которые не опаздывают, которые от и до, которые вкладывают туда свое какое-то участие, свою жизнь, свое сердце. Правда? Навряд ли ты, если такой тебя босс позовет, скажешь, давай на повышение. Навряд ли. Если позовет, наоборот скажет, ты уже, забодал, прости меня. Уже все уже. Знаешь, мы же понимаем, так не работает. Аминь. Знаешь, так в физическом мире. И почему-то мы это понимаем, мы думаем, что в духовном мире будет наоборот. Навряд ли. Знаешь, мы думаем, что перед Господом можно халтурить, мы думаем, что перед Господом можно как-то безответственно быть, и при этом что-то ожидать. Мы иногда думаем там. Но знаешь, если такие в физическом мире такие стандарты, неужели в духовном они иначе идут? Неужели они иначе? Помните, написано, проклят всяк, кто делает дело Господне как? Небрежно. То есть Бог еще больше завышает эти стандарты, эту планку. И знаешь, на самом деле это все серьезно. Я верю, если мы эти вещи будем понимать и применять, в этом жить, мы будем более успешны. В разных сферах. Это не только в церкви, не только в служении. Это в семье, это в работе, где бы ни было. И тем более, если мы это будем делать еще как для Господа, от души, здесь сам Бог велит. Он и будет и поднимать, Он и будет взращивать. Аминь. Помните, мы читаем книгу Деяния, 6 глава, когда они избирали первых диаконов. Помните эту историю? Для чего они их избрали? Для практического служения. Там было много, возможно, беженцев, ненародности, я не знаю. Рим оккупировал Израиль. И людей много было. И они начали избирать этих людей, чтобы просто что резать? Репх резать, колбасу резать, бутерброды раздавать. И вот написано, Стефан в 1 стихе, вот с малого он начинает резать и делать это хорошо, делать это ответственно, а через 3 стиха ниже написано, он проповедует как? Исполнен духом, мудрости, силы и веры. О чем я могу сказать? Начинал с малого. Но делал хорошо, делал как для Бога, ответственно, старался. И Бог что делал? Начал поднимать. Когда мы верны в малом, в том, что Бог доверил, Бог поднимает. И знаешь, и мы видим, он удостоился чести быть первым мучеником. Сегодня мы говорим, сегодня мы пример, сегодня мы проповедуем об этом Стефане, который вознесся, когда и Христос там был. Почему? Потому что был человек посвященный, верный был. Тому малому, что ему было доверено. Аминь. Дорогие, это принцип везде, абсолютно везде прослеживается. Это библейский принцип. Если мы верны в малом, Бог будет давать больше. Поэтому нам не надо себя сравнивать. Не нужно себя сравнивать. Знаешь, как один брат сказал, сравнение всегда несправедливо. Так и есть. Никогда. Всегда будут люди, которые лучше тебя или хуже тебя. Это всегда будет. Нам не нужно завидовать, нам не нужно состязаться с людьми. То, что нам нужно с собой состязаться, себя побеждать. Чтобы сегодня я был лучше, чем вчера. Аминь. И тогда Божье помазание, Божий рост, Божья благодать будет приходить. И тем более, если мы делаем еще то ответственно, мы увидим результат. Аминь. Знаешь, это везде. Это везде, во всех сферах. Аминь. Следующее. За лень приходит наказание. Когда наказание режет, да, как-то вот. Но тем не менее, тот, кто получил один талант, помните, он тоже потом пришел в конце. Интересно, что он вот принес его. Он ничего с ним не сделал, не пропил, не прогулял, не расточил, как тот с блудницами. Помните, блудный сын? Он ни в казино там не проиграл. Он его принес, он его отдал. Знаешь, и интересно, что он начал обвинять, да, господина? Я, говорит, знал, ты человек жестокий, и бла-бла-бла, не сеешь, не жнешь, там, что-то туда-сюда, что-то рассказывает. Но что интересно, господин его, он знал истинные причины, мотивы этого человека. Он знал, и он отвечает ему там, ты лукавый, хитрый, ленивый раб. Да?
Он сказал им об этом. Он видел его мотивы. Знаешь, на самом деле это был хитрый и ленивый раб. Он свою лень, свое бездействие хотел что? Оправдать. Мало того, оправдать, еще обвинить кого-то. Знаешь, так часто это происходит и в нашей жизни, когда мы где-то хотим оправдать себя, кого-то обвинить, сделать виноватым. Знаешь, я часто это вижу, когда ленивые люди, они ничего не хотят, и еще при этом у них все виноваты. Страна виновата, экономика виновата, все плохо, семья может быть не такая. А еще знаете, что хочу сказать? Притчи Соломон говорит, 2:6-13. Ленивец говорит, лев на дороге. Лев на площадях. То есть у ленивого всегда есть причина и что? Оправдание. Всегда есть. Всегда какой-то лев ему мешает быть успешным, жить хорошо. Всегда какие-то причины есть. Всегда какая-то проблема есть. То есть, а на самом деле человек не берет ответственности. Может быть, что-то надо поменять? И в 16 стихе притчи Соломон говорит, ленивец в глазах своих мудрее семерых. Замечали такое? Сидит человек, ничего нет в жизни, все в долгах, а он в таких высоких материях, а он размышляет, президент то, глава то. Даже я с одним недавно сидел, вообще он непонятно, неверующий, ничего нету, и он это за епископов там, и за тех, и он учит, как надо бизнес строить, как нужно церковь строить. И у меня просто, я смотрю на него, и, Господи, думаю, это что за каша? У тебя, бедный человек, у тебя каша в голове, говорю. Просто каша. И знаешь, а на самом деле, да учить не надо. Не надо учить. По плодам дерева. По плодам. И что? Дела они больше кричат. Больше говорят, чем слова. Ну так ведь. Так ведь. А на самом деле просто, может быть, надо взять ответственность за себя, за свою семью, за свою жизнь. В конце концов, просто что-то начать делать. Что-то начать делать. Аминь. Знаешь, как кто-то сказал, лень – это вирус из преисподней. Обратите внимание, сколько Библия об этом говорит. В частности, притчи. Очень много говорят об этом. Знаешь, нам важно перестать искать виноватых, завидовать, сравнивать себя. Искать там разных львов, а просто начать с себя. Быть усердным для Господа во всех сферах. Аминь. Смотрите, автор послания евреям говорит, 6:12. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Чтобы не обленились, написано. Знаешь, всегда есть опасность облениться, друзья. Всегда есть. Знаешь, особенно в духовных вещах. Физически как-то проще. Знаешь, там есть мотивация. Хочешь, не хочешь, утром надо встать и идти на работу, что-то делать. Ты вынужден. Счета, холодильник, долги, я не знаю, что-то еще. Ты вынужден. Но с духовным как-то вот немножко иначе. Да? С духовным как-то, знаешь, иногда мотивации не хватает. А знаете почему? А мы еще не понимаем, что такое духовное банкротство. Что потом обнуление будет. Так часто мы это игнорируем, эти вещи. Знаешь, смотришь, когда ничего нету, молишься, постишься, человек Бога ищет. Раз как-то прорвался, все как-то более-менее, все так, и как-то расслабляешься. Потом ленность приходит, потом компромиссы, а потом что? Потом падение. И знаешь, и мы все в это проходим. Мы все, у нас у всех будет этот перекресток, когда мы должны взять себя, взять ответственность, чтобы духовно не облениться. Аминь. Ведь в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Знаешь, я как-то проповедовал эти стихи. Знаешь, если мы не будем Господу служить, мы не пламенеем духом, и мы не усердны. Они взаимосвязаны. Знаете, что интересно? Одно без другого не работает там. Сложно, вернее, скажу, сложно прорваться, если мы из трех вещей усердие ослабеть, духом пламенеть, Господу служить, что-то мы звено какое-то удалим, они взаимосвязаны. И говорит, дабы вы не обленились, нам нужно бояться духовной лени. Знаешь, нам нужно бояться, когда приходит пятница поститься, у нас церковный пост, да не надо искать оправдания, чтобы не поститься.
Да не надо смотреть там, мне нельзя, мне что-то, и мне работать физически надо, или что-то еще там, и у меня там терапия, и вечером молитва. Ну, не надо пропустить это время просто в телефоне, в соцсетях или погулять. Ты не знаешь, что Бог будет делать своей жизнью, своим сердцем в данный момент. В этом есть сила, потому что приходят компромиссы, потому что приходит падение. Аминь. Аминь. Или не аминь? Как-то вы это, когда о посте, о молитве, как-то, да? Если вот чай пить, аминь, да? В гости кому-то, аминь. Сейчас говорю, на мясо, пойдите ко мне на шашлык. Наверное, как-то будет поэмоциональнее было бы. Я понимаю, но на самом деле, это так. Знаешь, я не люблю поститься. Вот как я скажу, по плоти, плоть моя не любит поститься. Но я понимаю, я должен духом пламенеть. Я понимаю, я должен плоть смирять. Я понимаю, это дисциплина. Я понимаю, что за этим есть решение. Решение. Знаешь, хорошо молиться, когда Бог ответил, ты молишься, да? Когда Бог ответ, исцеление, или тебя благословили. Но согласитесь, молитва в большей степени, это же труд. Это же труд, это же решение. Не только когда хорошо, но и когда и нехорошо молиться. И не только ответы есть, но и когда и нету. Аминь. Не обленись. Знаешь, за лень приходит наказание. Если ты позволишь себе облениться, нету гарантии, что ты дойдешь до небес. Нету гарантии. Если ты обленишься, нету гарантии. Поэтому в жизни будет много разных вещей. Житейские заботы, проблемы, суета, работа, да что угодно. Что угодно, мы все это проходим. И в каждый день нам нужно принимать это решение, не облениться. Взять себя как минимум. Взять себя, взять ответственность за себя. Аминь. И мы все это чувствуем, проходим. Поэтому Библия говорит, бодрствуйте. Этот раб был наказан, кстати. Он был наказан. Последний пункт. Господь ожидает умножения плода. Знаешь, когда мы смотрим на последнего раба, обратите внимание, он принес то, что ему дали. О чем я говорил. Он не потратил, помните, он не прогулял, ничего не сделал с ним. Он принес то, что дали. Он пришел и говорит, на тебе твое. И вот чисто по-честски, по-нашему, да, вроде, а что плохого-то? Да, было бы хуже, наверное, если бы он это просто где-то оставил. Он вернул, дали $1000, он принес $1000. Как бы, слава Богу, да? Но интересно, посмотрите, что говорит Господин. Он по-другому смотрит. Ему другие вещи важны. Он говорит, почему ты не применил, почему ты не принес это с прибылью, почему я не пришел и не увидел прибыль, он говорит. Значит, иногда мы думаем, что вот мы придем к Богу, как бы сделаем одолжение, и Бог будет рад. Мы закопали, ничего не сделали, просто просидели где-то там. А потом мы видим другое здесь. Мы видим другое. Он говорит, нет, говорит. Он говорит, тебе надо было отдать это серебро торгующим, и чтобы я, когда вернусь, увидел это с прибылью. Бог заинтересован в прибыли, оказывается. Понимаешь? Наверное, как и каждый из нас. Вот представь, ты открываешь какой-то бизнес, да? Открыл бизнес. Вот год ты работаешь, а выхлопа нету, 0. Но согласись, не совсем ты был бы доволен. Правда? Если ради того, чтобы что-то было бы, и 0, но все равно ты был бы рад. И чем больше, тем лучше. Так ведь? Так ведь. Ты же не просто год что-то делал, чтобы ничего не получить. Ты ожидал, ты строил какие-то планы, ты молился. И ты ожидал этой прибыли. Аминь. Ты ждал это. Бога волнует умножение. Именно так Бог смотрит, поэтому Он говорит, почему ты не умножил то, что тебе доверено, почему ты ничего с этим не сделал, почему ты закопал, почему ты не умножил то, что я тебе дал. То есть, еще раз подчеркиваю, Бога волнует умножение. Он сам уже бизнесмен. Кстати, если ты сегодня бизнес строишь, я тебя уверяю, эти принципы евангельские, они работают везде, и в бизнесе также. И в бизнесе также. Они работают как и в семье, как и в взаимоотношениях, они работают абсолютно везде. Когда мы читаем Луки 19 глава, 12 стих, можете не открывать.
там с 12 по 28. Там такая же история. Там раздает мины, раздает. Это вес, 600 примерно грамм. И он раздает там. И знаете, там интересно, что он дал каждому рабу по одной мине. Если Матфей говорит, там 5, 2, 1, Лука говорит, другая история, он говорит, по одной дал всем. И вот приходит один и говорит, вот, господин, твоя мина, она принесла 10. Приходит другой. Написано, господин похвалил. Приходит другой, говорит, вот твоя мина принесла 5. Знаете, какая интересная реакция? Он не говорит ему, а почему не 10? Да? Он не упрекает, он похвалил его. Приходит другой с одной. И знаете, в чем вопрос? Почему он с того с 5 не поругал? Потому что он видел умножение. Он дал каждому по силе. Он знал, что сколько, тот может столько и сделать. Кто-то был разумнее, кто-то был мудрее, кто-то был проворнее. Он не упрекает тех, потому что было умножение. Но когда он не увидел этой прибыли, когда он не увидел это умножение, тогда он говорит, тогда упрекает. Знаешь, на самом деле не важно, сколько ты умножил, важно, чтобы было умножение. Поэтому он и говорит, что семя 30, 60 и 100 крат. Поэтому, говорит, он знает, что не каждое семя, оно прорастет абсолютно одинаково. Не каждый из нас на 100% посвятит свою жизнь. И он это понимал, и он это учитывает. Поэтому, еще раз повторяюсь, он не требует от нас вот 100%. Не столько важно, сколько ты принес, важно, чтобы было в этом умножение. Аминь. Не все мы выложимся на 100%. Кого-то, где-то, что-то увлечет. И Господь милостив. И Господь милостив к этому всему. До тех пор, пока есть умножение, пока ты в этом процессе, пока ты это осознаешь. И Он будет хвалить своих рабов. Аминь. Но когда нет умножения, вот это огорчает. Это огорчает. Знаешь, и если Он дал, не знаю, Он знает, что ты с этим справишься. Бог ожидает умножения. Если ты закопал какой-то дар, не знаю, когда-то, много лет, может быть, пришло время выкопать его. Может, пришло время пересмотреть. Знаешь, на самом деле лень многих остановила. Лень многих остановила. А что мне, больше всех надо? А зачем? Да лучше я да все уже, да и так разочаровался, да я так уже перегорел, да и ничего не хочу я уже, да и может быть уже и поздно, да и там есть к кому. И много разных фраз мы себе придумываем. Но Господин ждет. Господин ждет. Знаешь, и вот именно, может быть, на этой молитвенной группе, или там, не знаю, на домашней группе, ты можешь прийти, там, за кого-то помолиться, не знаю, получить исцеление. Или, может, ты знаешь, что-то в больнице, ты пойдешь, навестишь. Что ты тем самым? Ты умножишь то, что тебе Бог дал. Аминь. Ты умножишь. О чем я хочу сказать? Что Бог ожидает, чтобы мы были не ленивыми, но ревностными. Не просто сохранили то, что Бог нам дал. Не просто сохранили, но умножили. Но умножили. И вот смотрите, какой вердикт выносит. Он говорит, заберите у него талант и отдайте у кого 10. И имеющему умножение дастся, а не имеющему отымется. И знаешь, это такая суровая истина. Я не знаю, что Бог дал, а Бог дал нам ресурсы, финансы, здоровье, я не знаю, дары, таланты, все что угодно. И если Он дал, Он ожидает, что мы это будем культивировать, что это будет служить, что это будет радовать. Аминь. И в итоге Он что сказал еще? Выкиньте этого негодного раба. Знаешь, человек, где нет умножения, становится негодным. Когда нет этого умножения, он становится негодным. Так Иисус сказал. Поэтому так важно, знаешь, ответственно относиться к своей жизни, к дарам, к призванию, к тому, что Бог дал тебе. Ответственно. И тогда будет прорыв, тогда будут какие-то изменения в твоей жизни. Аминь. Аминь. Знаешь, его не волнует наше оправдание, его не волнует, почему мы там ищем причины или что-то еще. Он ищет умножения. Он ищет умножение. Смотрите, Иоанна, 15 глава, 8 стих. Написано,
тем самым прославится Отец мой, когда вы принесете плод. То есть, когда мы приносим плод, Его имя прославляется. А чем больше плода, тем больше прославляется. Аминь. Давайте встанем. Давайте встанем, будем молиться. Я себе это говорю. Мы все проходим какие-то вещи, мы все проходим какие-то этапы. Когда хочется опустить руки, когда нам хочется жить по плоти, когда мы устаем, или мы разочарованы. Знаешь, поэтому, может, если Бог сегодня обращается, я верю, Бог хочет не просто сказать, обличить, но Бог хочет это изменить. Изменить, дать эту способность, дать эту возможность прорваться. Нам что нужно? Нам нужно просто смириться перед Богом. Смириться перед Богом. Если мы сегодня ожидаем от Бога, или мы хотим возрастать в Боге, тогда как? Тогда надо смириться. Первый шаг. Смиренный дает благодать. И знаешь, эти принципы, это библейские принципы. Это то, что Иисус сказал. За этими вещами стоит Бог. За этими словами. Поэтому пусть Его Слово, оно будет абсолютным, актуальным, важным для нас. Чтобы мы действительно не обленились, но мы были ревностны. Чтобы мы ревновали то, что Бог сказал. Чтобы мы действительно понимали, были верны в малом. И абсолютно здесь мы все, вот сейчас коснись, у всех таланты, все дары, все. Кто-то стихи, кто-то поет, кто-то что-то делает. И Бог хочет прославляться.